Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Джибек Бегалиева. Сегодня в программе. Америка решила не выводить из Афганистана свои войска. Президент Обама заявил, что 8400 солдат и офицеров останутся в стране минимум до конца 2017 года. Я ясно дал понять Талибану, что не позволю использовать Афганистан в качестве базы для терроризма и снова напасть на США. Таджикистан неожиданно вырвался в лидеры по экспорту автомобилей, при том, что в стране автозаводы отсутствуют как таковые. Иномарки из Душанбе наводнили Центральную Азию, Афганистан и Дубай. За последний год увеличился экспорт автомобилей марки Mercedes-Glenwagen в Дубай. 80 мальчиков-нурсултанов в казахстанском Чимкенте спели песню в честь дня рождения своего тезки Нурсултана Назарбаева. А зэки одной из карагандинских зон устроили массовый арт-флешмоб. Количество и качество видеопоздравлений в адрес Ельбасы в этом году бьет рекорды. Не признана никем, кроме России, бывшей грузинской провинции Абхазии обострилась борьба за власть. Оппозиция взяла штурмом МВД. Местный президент Рауль Хаджимба готов уйти в отставку. США, между тем, решили снова усилить армию Грузии. Российская оккупация и милитаризация частей территории Грузии неприемлемы. Итальянские военные моряки за одни сутки спасли от неминуемой гибели 2000 беженцев с Ближнего Востока. Некоторые мигранты демонстрируют чудеса гибкости, чтобы попасть в богатые страны Европы. России, возможно, придется заплатить своим гражданам за репрессии 30-х годов. Жители российского города Липецка требуют через суд вернуть ему имущество репрессированного отца. Если ему это удастся, в суды будут поданы миллионы исков. Я решил хоть что-то, но получить. А когда начал считать, то тут не что-то, а там здесь целое состояние. Американские войска остаются в Афганистане как минимум до конца 2017 года. Президент Обама пересмотрел свои прежние планы. Число военных советников и бойцов спецподразделения останется прежним – 8400 человек. И, возможно, даже произойдет увеличение этого контингента. По мнению американского лидера, афганские силы безопасности и армия пока не готовы справиться с талибами, под контролем которых находятся целые регионы Исламской Республики Афганистан. The security situation in Afghanistan remains precarious. Несмотря ни на что, ситуация безопасности в Афганистане остается нестабильной. Афганская армия и полиция все еще не так сильны, как должны быть. Мы помогаем им работать над улучшением разведки, материально-технического обеспечения, авиации, командования и управления. К сожалению, талибы остаются главной угрозой. Они контролируют некоторые регионы, продолжают свои теракты, в том числе и в Кабуле. Как президент и командующий, я ясно дал понять Талибану, что не позволю использовать Афганистан в качестве базы для терроризма и снова напасть на США. На протяжении последних 15 лет американские подразделения являются основной ударной силой в Афганистане. Они осуществляют все крупные операции против Талибана и других террористических организаций. Американские самолеты и беспилотники наносят с афганской территории удары по базам талибов в Пакистане. В начале своего президентства Барак Обама обещал вывести всех американских солдат из Афганистана к концу 2014 года. Однако с началом вывода войск стало понятно, что чем меньше солдат остается, тем быстрее талибы возвращают свое влияние в стране. В Кыргызстане ищут преступников, которые ограбили российских туристов по дороге на Иссык-Куль, представившись милиционерами. У семейной пары украли крупную сумму денег – около 70 тысяч российских рублей. Супругов, которые везли на лечение ребенка-инвалида, остановили несколько человек. Все они были в гражданском, но у одного из них имелся милицейский жезл. Лжемилиционеры заставили водителя выйти из машины, его якобы проверили на употребление алкоголя, осмотрели бумажник с документами и после этого ограбили. В МВД сообщают, что к расследованию подключилось почти все управление собственной безопасности. Еще несколько следователей выехали к туристам, которые, несмотря на неприятные происшествия, все-таки продолжили свой путь на Иссык-Куль. Для кыргызской милиции расследование этого преступления стало делом чести. Облава на лжемилиционеров идет сразу в нескольких областях страны. Машина, на которой преступники скрылись, уже год как числится в угоне. Тем временем интернет-пользователи из Кыргызстана начали собирать деньги для россиян. Они хотят вернуть ту сумму, которую украли у семьи с ребенком-инвалидом. Таджикистан неожиданно стал крупнейшим в регионе экспортером автомобилей. Внедорожниками и прочими дорогими машинами из Душанбе сейчас наводнены все авторынки Центральной Азии, Афганистана и даже Дубая.
При этом в стране нет ни одного завода по производству собственных машин. В этом феномене разбирался Анушервон Арипов. Пришел купить машину. Честно говоря, цены очень высокие. В кризис такие цены нам не подходят. 4,5-5 тысяч долларов за не новый «Опель». Слишком. Сотни автомобилей и редкие покупатели. Так сегодня выглядят все авторынки страны. Да и тех, кто приходит сюда, отпугивают высокие цены, которые снизились незначительно, несмотря на кризис и обесценивание национальной валюты. С января этого года для ввоза каждого автомобиля необходимо оплатить 18% налога на добавленную стоимость, 4% таможенных сборов и 10% акцизного налога, что почти в 2 раза больше, чем раньше. А торговцы не могут и не хотят реализовывать машины дешевле, чем покупали. На рынках Ригара и Гесара торговцы обменивают свои автомобили на коров и овец. Некоторые переквалифицировались с машин на крупный рогатый скот. Десятки торговцев уходят из бизнеса или переходят на другие направления. Кто-то обменивает автомашины на различные товары для продажи или собственного хозяйства. Также сегодня авто можно приобрести в кредит, но срок возврата которого не более года. Я боюсь закупать автомобили, потому что не знаю, смогу ли их продать. Продавцы говорят, что в Таджикистане перенасыщение дешевыми машинами. Больше всего на улицах столицы немецких автомобилей. Производство года это до 2006-го. Они стоят на рынке от 1,5 до 4 тысяч долларов. На втором месте идут южнокорейские микроавтобусы. Их используют частные извозчики как маршрутное такси. Нельзя сказать, что в Душанбе не хватает автомобилей класса люкс. Их очень много. И жители столицы предпочитают больше всего кроссоверы. Несмотря на низкий уровень продаж, автомобилей на рынке становится с каждым днем все меньше. Торговцы не возят новый товар, а то, что есть, отправляют в Афганистан, в основном внедорожники, Кыргызстан и Казахстан, где спросом пользуются японцы, а также Дубай. Страна, не производящая даже деталей для машин, превратилась в крупнейший авторынок и экспортеров Центральной Азии. И так объем продаж за первое полугодие составил 28 миллионов долларов. За последний год увеличился экспорт автомобилей марки Mercedes-Gelenwagen в Дубай. Эти машины привозят дешевле из Германии в Таджикистан, но здесь на них нет покупателей. Анушервон Арипов, Насим Исамов, Барот Юсуфи. Настоящее время. Таджикистан. После празднования Дня Астаны и дня рождения Нурсултана Назарбаева, их в Казахстане отмечают в один день, сеть заполонили любительские видеоролики с поздравлениями отцу нации Ельбасы. Самое большое количество просмотров набрал хор из 80 мальчиков по имени Нурсултан и массовый флешмоб в карагандинской колонии строгого режима. Я с детства помню улицы твоих аллей, тенистую прохладу хочу поведать о своей любви. На маршировку в Шахтинской колонии, это Карагандинская область Казахстана, вывели как минимум несколько сотен заключенных. К съемкам авторы ролика подошли очень основательно. Были задействованы несколько кинокамер, в том числе дрон. Вы видите, как марширующие выстраиваются в фигуру солнца, символа Астаны. Заключенные при этом размахивают голубыми и желтыми лентами, а в цвет национального флага большинство заключенных при этом даже улыбаются. Но некоторые все же пытаются спрятать свои лица. На другом видео сразу 80 мальчиков по имени Нурсултан спели песню в честь дня рождения президента Казахстана. В Шымкенте специально для этого собрали школьников одного возраста и роста и написали для них песню «Нурсултан Ата». В песне мальчики называют своего тезку Нурсултана Назарбаева Ата, что означает отец или дедушка, и поют о том, что мечтают стать такими же, как Ельбасы, когда вырастут. Пока хор из 80 Нурсултанов выступал на сцене, на большом экране показывали видео с участием казахстанского лидера. Присутствующие в зале номером остались довольны. Среди аплодировавших мальчикам был и аким Южно-Казахстанской области. Но еще больше удовольствия, если судить по комментариям, получили пользователи YouTube. Далее в программе. Итальянские военные моряки за одни сутки спасли от неминуемой гибели 2000 беженцев с Ближнего Востока. Некоторые мигранты демонстрируют чудеса гибкости, чтобы попасть в богатые страны Европы.
признанной никем, кроме России, бывшей грузинской провинции Абхазии обострилась борьба за власть. Оппозиция взяла штурмом МВД. Местный президент Рауль Хаджимба готов уйти в отставку. США, между тем, решили снова усилить армию Грузии. Российская оккупация и милитаризация частей территории Грузии неприемлемы. России, возможно, придется заплатить своим гражданам за репрессии 30-х годов. Жители российского города Липецка требуют через суд вернуть ему имущество репрессированного отца. Если ему это удастся, в суды будут поданы миллионы исков. Я решил хоть что-то, но получить. А когда начал считать, то тут не что-то, а там здесь целое состояние. Более 2000 беженцев спас за одни только сутки экипаж береговой охраны Италии. На 9 перегруженных лодках мигранты пытались перебраться в Европу. С тех пор, как в регионе установилась благоприятная погода, беженцы все чаще, рискуя жизнями, выходят в открытое море. За неделю в международных водах итальянскими моряками были перехвачены около 7500 нелегальных мигрантов. Число утонувших остается неизвестным, но, как правило, не доплывает до заветных берегов, как минимум 10% беженцев. Некоторые мигранты, попавшие в Италию, пытаются перебраться в более богатые страны Западной Европы. Для этого они прибегают к самым разным ухищрениям. Вы видите, как швейцарские полицейские достали из маленького чемодана взрослого мужчину. Остается загадкой, как этот человек смог уместиться в чемодане своего товарища. В Варшаве открылся саммит лидеров НАТО. Его заранее назвали историческим. На этой встрече должно быть принято решение о резком увеличении численности подразделений Альянса на восточном фланге. Иными словами, вдоль всех западных границ России и ее союзникам Беларуси. Накануне саммита в Варшаве были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Центральные районы города практически полностью были перекрыты. На саммите будут проанализированы и итоги последних учений блока в Польше, которые назывались «Анаконда-2016». Как заявляли после их окончания многие натовские генералы, пока силы Альянса проигрывают мобильности и мощи аналогичным подразделениям России. Ангела Меркель заявила, что, к ее сожалению, доверие к НАТО падает из-за безнаказанных действий России на Украине. По ее словам, при том, что НАТО не угрожает Российской Федерации, страны Балтии и Восточной Европы, входящие в блок, должны быть надежно защищены. Действия России во время кризиса в Украине очень беспокоят наших восточных соседей. Если законы и священность границ оспариваются на словах и на деле, то доверие к НАТО падает. Этим особенно обеспокоены наши союзники на Востоке. Они нуждаются в твердой уверенности в Альянсе. Тем временем новое соглашение в сфере безопасности и обороны заключили США и Грузия. Договор подписали в Тбилиси американский госсекретарь Джон Керри и грузинский премьер Георгий Квирикашвили. Это прекрасная и демократическая страна, живущая в опасном соседстве и проходящая через период испытаний. Я прибыл сюда с посланием от президента Обамы. Вот оно. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Грузии, ее безопасность, процветание и стремление в сторону Европы и Атлантики. Российская оккупация и милитаризация частей территории Грузии неприемлемы. Напомним, что Соединенные Штаты уже не первый раз пытаются модернизировать грузинскую армию. Последняя попытка закончилась неудачей в 2008 году, когда Грузия проиграла пятидневную войну с Россией. Большая часть американских вооружений и амуниции досталась российским военным в качестве трофеев, а мятежный грузинский регион Южная Осетия был потерян. Также грузинские военные, вооруженные американским оружием, потерпели поражение в еще одном мятежном регионе страны – Абхазии. Между тем, в Абхазии, откуда 20 лет назад было изгнано все грузинское население, это почти 0,9 граждан республики, опять началась борьба за власть между местными абхазскими политическими кланами. В ходе беспорядков в столице Абхазии Сухуми ранения получили как минимум 15 человек. Митингующим противникам нынешнего президента Хаджимбы удалось взять штурмом Министерство внутренних дел. Подробности в репортаже Рейтер. Обстановка в Сухуми накалилась за несколько дней до назначенного на 10 июля референдума по вопросу о доверии главе самопровозглашенной Республики Абхазии и досрочных президентских выборах. Во вторник и в ночь на среду произошли столкновения между сторонниками оппозиции и сотрудниками правоохранительных органов, когда участники митинга за перенос референдума и отставку министра внутренних дел попытались штурмом взять здание МВД.
Ранения получили 15 человек, 4 из них тяжелые. Оппозиция обвиняет главу МВД Леонида Дзапшбу в ухудшении криминогенной обстановки и действиях, направленных на нарушение конституционных прав граждан, связанных с участием в референдуме. После ночных столкновений президент Рауль Хаджимба обратился к своим сторонникам со словами благодарности. Благодарен тем ребятам, которые из числа простых наших граждан, из числа тех сотрудников, которые стояли и не допустили, чтобы произошло кровопролитие. Да, кидались камнями, да, зажигательными какими-то смесями. Но наши люди все равно выдержали все это. Но это не означает, что терпению не придет конец. Потихоньку уже практически все доходит до крайнего состояния. Позже в обращении к народу Хаджимба сказал, что действия некоторых политических и общественных движений ведут к дестабилизации обстановки в республике и уничтожению ее государственности. Акцию у здания МВД провели сторонники оппозиционной партии Амцахара. Ее внеочередной съезд прошел накануне. Хаджимба отказался переносить референдум на осень, как того требовали его оппоненты, но временно отстранил министра Дзапшбу. Между тем, США передали Украине 14 контрбатарейных радаров АН-ТПК. Эти установки позволяют отслеживать и сбивать артиллерийские снаряды и минометные мины. Также радары позволяют с большой точностью выявлять местонахождение артиллерийских батарей. Церемония передачи радаров украинским военным состоялась в киевском аэропорту Борисполь в присутствии посла США Джеффри Пайета и президента Украины Петра Порошенко. Дальность действия до 25 километров позволяет этим радарам выявлять тех, кто нарушает Минские соглашения, используя артиллерию, минометы, танки и проводя обстрел наших позиций. Также в рамках североатлантического сотрудничества с Украиной во Львовской области начались масштабные украино-американские военные учения Rapid Trident 2016. Примечательно, что в этом году помимо США в учениях принимают участие военные из Канады, Великобритании, Литвы, Эстонии и Польши. На полигоне во Львовской области побывала наш корреспондент Ирина Сандуляк. 3 года в армии, 2 из них в зоне военных действий на востоке Украины. Контузия в поселке Спартак во время боев за Донецкий аэропорт. Десантника с таким опытом Юрия Костюка даже на международных учениях удивить трудно. Но кое-что для себя он все-таки отметил. Изменилось в первую очередь отношение к военным со стороны высшего командования. Официально маневры Rapid Trident украино-американские, но по факту многонациональные. Юрий и еще десятки украинских военных, прошедших реальную войну, отрабатывают технику в одних окопах с военными из 12 стран мира. Сценарий учений – условный конфликт между 2 соседними странами. Мы начинаем с индивидуальных занятий с оружием, потом переходим к коллективным учениям целым взводом, ну и готовим будущих инструкторов из украинских военных. Украинские морпехи, еще весной защищавшие Широкино, штурмуют переправы вместе с болгарами. Танкисты и вертолетчики атакуют блокпосты вместе с американцами или освобождают населенные пункты от захвативших их террористов. Все очень похоже на зону АТО, но главное остается вне кадра – работа штабистов из 13 стран, которые совместно планируют все боевые операции. Я вам скажу так, чем больше мы работаем вместе, чем больше таких совместных учений, тем более совместимыми мы становимся, тем больше у нас шансов победить там, где придется воевать. Иностранные военные в общем и не скрывают, им очень интересен украинский боевой опыт, ведь с так называемой гибридной войной натовские военные не сталкивались и даже планируют открыть в Киеве совместный центр по противодействию гибридной угрозе. Много есть интересных предложений, над которыми нам еще придется поработать, чтобы мы могли действовать в одном направлении и с одной целью. Суть этих предложений украинский генерал не раскрывает, но, очевидно, речь идет о новом плане помощи НАТО Украине. Его должны утвердить на Варшавском саммите Альянса. По предварительной информации, пакет содержит около 40 пунктов, не только помощь деньгами, техникой и инструкторами, но и проведение серьезных реформ украинской армии. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. В свою очередь, Россия, которая считает последние действия НАТО в странах Балтии на Украине расширением альянса на восток, начала масштабнейшие учения в Волгоградской области. Маневры проходят неподалеку от украинской границы.
По легенде, в ходе маневров военнослужащие проходили водные и земляные преграды, готовили свободные и безопасные пути для других подразделений, занимались разминированием. В учениях были использованы более 1000 имитационных и сигнальных мин, а также различные инженерно-технические механизмы, которые позволили создать на полигоне условия, максимально приближенные к боевым. Иными словами, российские войска демонстрировали методики вторжения через хорошо укрепленные районы условного противника. Компенсации за репрессии в 30-х годах требует пенсионера у государства. У его отца, крестьянина, было полностью изъято имущество. Борется с системой Василий Проскурин в одиночку, без адвоката, при этом на стороне пенсионера гособвинения. Если пенсионер выиграет суд, у него могут появиться миллионы последователей, у которых были репрессированы их родственники. Екатерина Пономарева продолжит. Непосредственно у отца вашего Проскурина одна лошадь, одна молотилка, одна молотняк и одна корова. Все верно? Такого Липецкий суд еще не видел. Василий Проскурин ведет спор с государством за хозяйство, которое советская власть отняла у его отца в 30-е годы. Ветряная мельница, 2 крепких дома, скот. Чтобы выиграть у системы, пенсионер несколько лет собирал архивы НКВД. Из документов архивного фонда Управления Федеральной службы безопасности по Липецкой области, а также архива администрации Липецкой области, следует, что Проскурин Дмитрий Михайлович, отец заявителя, согласно социальному положению до революции, являлся сыном кулака, а после революции кулаком имел кулацкое хозяйство, которое было раскулачено в 1930 году. В 30-е годы семью Проскуриных раскулачили. Мельницу практически сразу же сломали. Не знали, как обслуживать. От хозяйства не оставили камня на камне. Его и сейчас не сыщешь. Видимо, мало было отнять имущество, говорит пенсионер. В 1937 году его отца расстреляли. Мать, собственно говоря, нас за шкирку брала. Смотрите, не ходите никуда, ни с кем не разговаривайте. Если кто-то что-то спрашивает, не знаю, повертывайся, иди домой. И мне сообщи об этом. То есть она настолько боялась, что если я проболтаюсь, значит, и меня туда тоже возьмут. Вот такое было настроение. Жуткое, как она говорила раньше нам, боязливое, от всех надо сторониться. С 2001 года Василий боролся за реабилитацию несправедливо осужденного отца. Победил. И вот теперь хочет взять с государства деньги за страдания семьи и за законное наследство. Василий требует выплаты из казны 7 миллионов рублей, чтобы вместе с дочерью достроить дом. Цены на землю выросли. Поэтому я решил хоть что-то, но получить. А когда начал считать, то тут не что-то, а здесь целое состояние. Закон о реабилитации позволяет жертвам политических репрессий требовать у государства компенсации. Но бороться за свои права системой эти люди решаются редко. Не только в Липецке, во всей стране, подтверждают в прокуратуре. На моей практике я не встречался. Я вот даже, когда готовился к своему заседанию, изучал практику судебную, очень мало решений подобных по вопросу реабилитации. Ну, буквально там единично, может быть, раз в год такие дела рассматриваются в судах. На этот раз суд счел, что в папке мало доказательств для рассмотрения дела и отправил дополнительные запросы в архивы, чтобы удостовериться. Кулак Дмитрий Проскурин, отец Василия, действительно реабилитирован, что истца удивило и расстроило. Я чувствую отвращение, вот в чем дело. Отвращение от того, как относятся вот такие в погонах люди к нам. Василий Проскурин надеется, что с решением суд не затянет. На долгое разбирательство у 85-летнего пенсионера уже нет ни сил, ни времени. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.